Здравствуйте, это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тамыров. В Нерюнгри вынесен приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Установлено, что в сентябре 2020 года житель города Нерюнгри в ходе распития спиртных напитков вступил в конфликт с находящимися с ним в одной квартире ранее незнакомыми ему девушками, одна из которых, позвонив своему знакомому, пожаловалась ему об этом. По прибытии знакомого девушек в квартиру между ним и подсудимым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ему один удар ножом в паховую область. В результате от полученного ранения потерпевший скончался в больнице. По результатам рассмотрения уголовного дела мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. По сообщению в СМИ о травмировании малолетнего ребенка при падении в канализационный люк возбуждено уголовное дело. Напомним, средства массовой информации на днях распространили сообщение о том, что в городе Якутске на улице Пояркова по дороге из детского сада 5-летний мальчик наступил на незакрепленную крышку канализационного люка и упал внутрь колодца. При этом он получил переломы правой ноги в 2 местах и был доставлен в больницу. По данному факту следователи организовали процессуальную проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». По материалам прокуратуры Верхневилюйского района возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере. Так, прокуратурой района установлено, что в местности Харьялах в отсутствии разрешительных документов произведена незаконная вырубка лесных насаждений породы лиственница в количестве 25 штук. Сумма ущерба, причиненная Лесному фонду Российской Федерации в результате незаконной рубки лесных насаждений, составила более 50 тысяч рублей, что является крупным размером. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере». А теперь к происшествиям из-за пределы региона. Судебный процесс по делу об убийстве 23-летней Веры Пехтелевой начался в Ленинском районном суде города Кемерово в среду. Напомню, девушка была жестоко убита своим бывшим молодым человеком в его квартире в январе прошлого года. Дело получило широкий общественный резонанс после того, как стало известно, что соседи обвиняемого слышали крики девушки и на протяжении нескольких часов пытались вызвать полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов, несмотря на многочисленные звонки, так и не прибыли на место преступления. Вера Пехтелева была обнаружена с многочисленными травмами, которые на протяжении нескольких часов наносил ей бывший молодой человек, после чего задушил ее шнуром от утюга. По предварительной информации, причиной убийства стало то, что девушка решила расстаться с конюсом и пришла в его квартиру для того, чтобы забрать свои вещи. Однако из квартиры парень ее уже не выпустил. Демон убил с особой жестокостью мою дочь. Было более нанесено 100 травм. На протяжении 3,5 часов издевался, глумился, убивал ее, наслаждался ее болью. Но в концовке не смог, как говорится, добить и задушил. По словам мужчины, общение их дочери с Владиславом Конюсом он и его супруга, мать Веры, категорически не приветствовали. Также отец Веры рассказал, что после случившегося он общался с соседями, которые слышали крики его дочери, а также изучил детализацию звонков из материалов уголовного дела. Там на самом деле были десятки звонков, соседей, с этажей верхних, нижних, с одной площадки. Уже с просьбой, с мольбой помочь. Это зверское убийство, пытки, издевательства, глумление над моим ребенком, которое продолжалось много часов, когда ребенок кричал, когда ребенок просил о помощи, когда кричали соседи, пытались выломать дверь. К сожалению, полиция не реагировала. И, к сожалению, моего ребенка убили.
В настоящее время Владиславу Конюсу предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит тюремный срок до 15 лет. При этом родители убитой девушки подавали ходатайство о том, чтобы дело переквалифицировали по статье «Убийство с особой жестокостью», которая предусматривает заключение под стражу вплоть до пожизненного. Однако обвинения не ужесточили. Таким образом, Конюс может получить небольшой срок и освободиться по УДО. В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении полицейских. По данному факту сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Кемеровской области провели служебную проверку. По собранным материалам следственными органами в отношении 2 сотрудников дежурной части возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В настоящее время оно рассматривается в суде. Указанные полицейские понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители. Судебное заседание в отношении сотрудников правоохранительных органов назначено на 26 февраля. Водитель автобуса в Горно-Алтайске эвакуировал людей из горящего торгового центра. Увидев то, что люди стоят в окнах горящего огнем здания и могут буквально сгореть заживо, Виталий Денисюк не растерялся и в считанные секунды ринулся на помощь. Далее в следующем материале. Посетители торгового центра «Ткацкий-1» в среду утром оказались в огненной ловушке, в то время как в здании произошел пожар. Инцидент мог закончиться трагично, если бы на помощь людям не пришел водитель автобуса, который проезжал мимо горящего торгового центра. Увидев, что люди стоят на подоконниках здания, которое к тому моменту уже было охвачено огнем, мужчина подогнал автобус к окнам торгового центра и помог эвакуироваться части посетителей на крышу своего транспортного средства. Я работаю на автобусе, ехал по маршруту. Когда проезжал мимо торгового центра, увидел, что со 2-го этажа люди не могут спуститься, то есть там подоконник, они стоят, им не спуститься, то есть разобьются. Я принял решение развернуть автобус и задней частью подъехать, чтобы попробовать эвакуировать людей. Вот все, в принципе, что произошло. А дальше уже подъехали пожарные. Водитель объяснил, что его профессиональные навыки помогли ему быстро сориентироваться в ситуации и оперативно принять решение о спасении людей. Страшно было? Не страшно, как-то, не знаю, адреналин, может, сыграл. Ну, водительская привычка, быстро решать все, принимать решения. То есть секунды решает все, некогда думать особо. То есть просмотрел ситуацию и быстро принимаешь решение. Вот и все. Я считаю, должны многие так поступать. Молодежи, может, пример какой-то будет. Но тоже обдумывать свои действия нужно, прежде чем что-то сделать. Позднее на место происшествия также прибыли очевидцы, которые принесли приставные лестницы и помогли спуститься остальным посетителям. Когда на место приехали спасатели, водитель отогнал автобус. По сообщению регионального управления МЧС России, пожар в торговом центре начался в среду в 10:30 утра. Пламенем был охвачен весь 2-й этаж здания. Также в ведомстве отметили, что за свой героический поступок водитель автобуса будет представлен к награде. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч в эфире.